أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة Дорогие братья и сестры, ليلة من я ليالي никогда не забуду одну из ночей в Комитете по ознакомлению с исламом. بعد اجتماع مزدحم После большого переполненного собрания с братьями-проповедниками, ответственными лицами и администраторами этого комитета, чья работа никогда не прекращается. Работа кончилась в поздний час, и мы уже хотели идти по домам. До того, как выйти из комитета, к нам вошел мужчина, американец. Мы поприветствовали его и сказали: «Мы тебя слушаем». Он сказал: «Я хочу спросить об исламе». Мы сказали ему: «Пожалуйста». Мы открыли кабинет, и братья сели вокруг него. Я сказал: «Почему ты хочешь спросить об исламе?» Он ответил: «Я недавно прибыл в Кувейт. Всю свою жизнь я жил в Америке. Когда я был маленький, я видел во сне сон. Этот сон повторялся у него много раз. Что это был за сон?» Все молча слушали его. Он сказал: «Во сне я видел территорию под названием Мекка. И клянусь Аллахом, я не слышал о ней до этого. Никто мне о ней не говорил, и я был маленьким ребенком. Я спросил свою бабушку, а его бабушка была христианкой, но она была справедливой, ее словам можно было доверять. Он спросил ее: «Что за Мекка? Где она находится?» Она сказала: «Это страна мусульман, где находятся их святыни. Они делают к ней хадж и посещают ее». Я сказал себе: мне нужно искать эту территорию, которую я видел во сне. Он вырос, придерживаясь своей религии, ходил в церковь. Но как он сказал, обращаясь ко мне в здание комитета: «Клянусь Аллахом, у меня в душе было много вопросов, на которые мне никто не отвечал. У меня лишь увеличилась растерянность. Я хотел, чтобы мне кто-нибудь ответил на мои вопросы. Но этого не происходило, и я лишь пребывал во все больших сомнениях и растерянности, пока я не вырос, и мой возраст стал за 30. Он сказал: «В один из дней я поднял свои руки и попросил своего Господа: ответь на мою мольбу и направь меня на путь, который приблизит меня к тебе». Мекка так и оставалась в моем сердце. Я знаю, где она, знаю, что делают мусульмане, но я не принял ислам. Я попросил Аллаха, свят Он и велик, чтобы Он направил меня на путь, который приблизит меня к исламу. Он сказал: после того, как я попросил Аллаха, зазвенел телефон. Я поднял трубку. «Ты такой-то?» «Да». «Тебя вызывают на службу». А он был военным. Я сказал: «Хорошо, куда?» Они сказали: «Тебя требуют на военную службу в Кувейт». Он сказал: я положил трубку и сказал: «Это ответ на мою мольбу. Аллах захотел приблизить меня к Мекке, Аравийский полуостров мусульман». Он сказал: «И я на самом деле собрал свои сумки, подошел срок поездки, и я прибыл в Кувейт, присоединился к лагерю на юге Кувейта». Он сказал: «Я работал, но я спрашивал себя об исламе до тех пор, пока меня не направили к комитету по ознакомлению с исламом». Он сказал: «Я с Асра ищу, где вы находитесь, и только сейчас пришел». А он пришел поздней ночью. Он сказал: «Я пришел к вам сейчас спросить об исламе». И мы рассказали ему об исламе, о величии ислама, как в исламе верят в то, во что верят и христиане, что Марьям девственница, что Марьям занимает почетное положение, что Айса пророк Аллаха. Мы верим, что Айса ибн Марьям пророк Аллаха, мало того, из числа посланников твердых духов. Я разговаривал с ним и рассказывал о Таухиде, о значении шахады, о значении веры в Коран, и что значит делать айбаду одному лишь Аллаху. После того, как я закончил, я сказал: «До сих пор настаиваешь на своем вхождении в ислам?» Он сказал: «Клянусь Аллахом, я пришел к вам, желая ислам». Братья спросили его: «Ты хочешь принять ислам сейчас?» Он сказал: «Да, научите меня, скажите, как это делать». И он сказал от всего сердца: все присутствующие братья, кто прослезился, кто сказал Аллаху Акбар, кто встал и обнял его, кто сильно обрадовался. Какая же это милость! Человек живет всю жизнь в Америке, и Аллах, свят Он и велик, предписывает ему хидаю, истинный путь. И он принимает ислам в комитете по ознакомлению с исламом. Это свет, которым Аллах, свят Он и велик, осветил его грудь. Если Аллах хочет дать хидаю, истинный путь человеку, Он открывает его грудь к исламу и облегчает для него причины для этого пути. Я прошу Аллаха, свят Он и велик, помочь нам всем в повиновении Ему.
في حلقة مقبلة. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.